Этим летом о спокойном отдыхе лучше забыть. Мир штормит и в политическом, и в информационном, и в самом буквальном смысле слова. В чем причина информационных и прочих штормов, и как на них реагировать, мы еще поговорим. Однако и погода не дает передышки. Каждую неделю мы наблюдаем такие своеобразные температурные качели. Жара и зной сменяются мощным ветром и дождем. Синоптики не обещают нам никакой стабильности и в будущем. Хорошо, когда обходится без разрушений, трагедий и потерь. Увы, конец прошлой недели стал для Татарстана и приграничных с республикой регионов очень печальным. Сильнейший ураган с дождем и градом обрушился на Татарстан и Марий-Эл неделю назад. Погибли 10 человек. 76 получили ранения различной степени тяжести. Последствия разгула стихии МЧС и технические службы устраняют до сих пор. Настоящий кошмар пережили туристы, которые отправились ночевкой к живописным озерам Большой и Малый Яльчик. Здесь погибли 8 татарстанцев, 5 взрослых и 3 детей. Все они были раздавлены упавшими стволами деревьев, либо получили сильнейшие удары от обломанных веток. Еще одна 14-летняя девочка погибла в Боровом Матюшино. Похороны прошли на этой неделе. Казалось бы, роковая случайность, непредсказуемой стихии, разве можно это предугадать? Но только ли природа виновата в смерти людей? Учитывая возбуждение уголовного дела, этим вопросом задаются и следователи. Тем более, как выясняется, или как писала «Марийская правда», 7 июня этого года, согласно постановлению правительства Республики Марий-Эл об установлении особого противопожарного режима с 1 июня до 31 октября, отдых на территории озера Яльчик в национальном парке Марий-Чедра должен был быть ограничен. Причина: там проводятся санитарно-оздоровительные мероприятия, вырубка сухостойных и аварийных деревьев. На экране вы видите границы территории, где ведется вырубка деревьев, а это место, где были одни из отдыхающих, герои нашего сюжета. Как видите, совсем близко. А сколько людей было на самом деле и были ли они прямо в местах ограничения, ждем итогов расследования от Следственного комитета. Можно ли назвать стихийным отдых, за который заплатили, ведь въезд на территорию национального парка не свободный? За что берут эти деньги? Существуют ли правила безопасности в таких ситуациях и знают ли об этих правилах отдыхающие? Диляра Юсупова подробнее о диких последствиях отдыха дикарями. Съемки очевидцев напоминают кадры фильма «Катастрофы», летящие стулья, разрушенная кровля, обвалившийся забор. Если на территории городов дождь просто сильно напугал жителей, то в пригородах все было совсем иначе. Кадры регистратора на территории озера Яльчик. Сначала пара спокойно наблюдает за легким дождем, который в секунду резко усиливается. Видимость сменяется туманным месивом. Падает дерево, и вот тут в автомобиле начинается настоящая паника. Бурная стихия сменилась гробовым молчанием. Последствия оказались по-настоящему страшными. Погибли 10 человек, из них 3 детей, 8 татарстанцы. В понедельник близкие простились с Айратом Хаилеевым. На его палатку упало сразу 3 дерева. Шансов почти не было. Его 11-летней дочери чудом удалось выжить. 3 дерева упало сразу. Где они и были? И ребенок с ними был чуть-чуть правее. На него ничего не достал. 8 погибших – это жители Казани, Высокой горы, Зеленодольска и Пестричинского района. Среди них 32-летняя мама и ее 2 маленьких дочерей из Куюков. Одной малышке не было и года. 20 пострадавших сейчас находятся в больнице. Можно ли это назвать последствиями дикого отдыха? А что если отдых стихийный был весьма упорядочен? Ведь въезд на территорию, казалось бы, собственноручно организованного досуга – 250 рублей с человека. За что? За очищенную территорию и возможность поставить автомобиль? Там облагорожено, то есть есть беседки, есть мангалы, есть костровища, есть туалеты, поэтому это вот такая часть. Ляйсан вместе с семьей впервые отдыхала в турзоне Яльчика. Ну как в турзоне? Платишь, как полагается, получаешь чек, заезжаешь, ставишь палатки на проплаченной зоне. А дальше остается зона только собственной ответственности. Ваша палатка, ваша спальня, стол, дом и ваша беда.
спасать вас в случае чего никто не собирается. Просто поняли, что в какой-то момент, что у нас сейчас не получается удержать палатку, уже нету сил это делать. Вот, и мы решили открыть дверь и осмотреться. И в этот же момент в нашем лагере упало 2 дерева. Одно дерево упало прямо рядышком с палаткой, и другое дерево упало на 3 палатки. Им повезло, они быстро ретировались, но кто будет отвечать за потерянные жизни и здоровье пострадавших? Оказалось, что часть территории озера Яльчик к моменту трагедии вообще должна была быть закрыта, согласно постановлению правительства Республики Марий Эл. В приказе черным по белому ясно, что с 1 июня по 31 октября установить ограничения на пребывание территории в связи с аварийными работами по вырубке деревьев. Выделенной полосой кричит постановление, что проезд за оградительную ленту запрещен. Мы сравнили зону границ аварийных работ с зоной пребывания наших героев. По кадастровому номеру это вообще одна и та же зона. По границам, очерченным в плане, их разделяет расстояние примерно в километр. Но вдоль озера отдыхали сотни людей. Проводились ли какие-либо аварийные работы и были ли ленты? Перекрывали федеральные дороги, чтобы убрать сухостойные и опасные деревья, потому что сухостойные деревья – это значит подгнивший корень, они в любой момент могут упасть. Вот как проводятся подобные работы на лесной территории, показывает и рассказывает татарстанское лесничество. Обязательный знак «Проезд запрещен» и толпа лесников, которая не пропускает посторонних. Сейчас они борются с последствиями урагана с утра до вечера. Но то последствия, есть ли профилактика? Да, видимое гнилье срубать необходимо, но и это совсем не гарантия. Вот наклоненное дерево. Наклоненное дерево, все вот оно завтра упадет. Это неправда. То есть нет перпендикулярно стоящих поверхности земли деревьев не бывает. Они все с тем или иным углом наклона. Но это не значит, что их надо пилить. Если мы сейчас везде все срубим вокруг этих населенных пунктов, у нас лес не останется. Это же несерьезно. Лесники объясняют, никаких норм и метров по соблюдению дистанции попросту не существует. Большинство ограничений носят рекомендательный характер. И это несмотря на то, что в том же Марийском постановлении установлен штраф за несоблюдение подобных правил. Сейчас мы чистим эту территорию и готовим ее полностью к приему палаточного лагеря. То есть полностью территория освобождается от опасных деревьев. Даже если что-то, вот как показалось леснику, дерево не то, они их убирают. То есть палаточный лагерь, поляна будет полностью расчищена от деревьев. Вот как. И это касается не только детских лагерей. Каждая база, если она претендует на статус туристической, обязана быть готова заранее, документально в том числе. Рустам, руководитель одного из татарстанских глэмпингов, подтверждает это. Конечно, глэмпинг не то же самое, что кемпинг, но экстрима хватает и здесь. Стихия такая штука, предупрежден, значит вооружен. Все делается инженерами, то есть они рассчитывают не то чтобы сейсмоустойчивость, они рассчитывают, безусловно, нагрузку на тот каркас, который создается. Все это считается сейчас на данный момент компьютером. Одна нитка выдерживает порядка 350 килограмм, и у нас, то есть, никаких проблем там не было с этим. То есть, вот здесь я только могу сказать, что это, да, с помощью Всевышнего все это, но, безусловно, мы к этому готовились. С точки зрения безопасности там оборудовали порядка 100 камер на наших 8 гектарах, то есть круглосуточная охрана там в лице 8-9 человек в среднем в день, они следят за безопасностью. Но даже это все не гарантирует полной безопасности. Эксперты объясняют, может статься, что солнце встало не с той стороны, а дерево падает не гнилое. Мы видим, что многие деревья, которые упали, они совершенно здоровые. И здесь предсказать, что упадет то или иное дерево, наверное, было бы сложно. Постарало 25 лагерей. Где-то были повалены деревья, затруднен проезд к летнему лагерю, где-то отключено электричество, где-то, значит, деревья упали на какие-то объекты инфраструктуры. Но хочется отметить, что вот с 2019 года идет программа реновации лагерей, и вся инженерная инфраструктура, которая была воссоздана, она вся абсолютно устояла. По детским лагерям сейчас идут проверки, дети проходят инструктаж по правилам безопасности. Но знают ли эти правила взрослые? МЧС нам прямо говорит, единственный выход в такой ситуации – прыгать в яму или овраг, а потом добавляет, ставить палатку в лесных массивах, оказывается, нельзя. Нельзя палатки ставить в лесных массивах, потому что если будет сильный ветер, соответственно, он упадет. Опять же, нельзя ставить близко к воде. Это уже когда молния сверкает, то есть при грозах. Как это следится вообще? У нас есть какой-то контроль за этим или нет? Или это просто ответственность самого человека? В большей части я считаю, что это ответственность самого человека.
потому что за всем многомиллионным населением России уследить трудно. Везде свои климатические зоны, соответственно, свои ЧС, которые происходят на данных территориях. Тех, для кого стандартные путевки экскурсии по расписанию скука смертная, конечно, сложно контролировать. Любители отдыха дикарем в своем пакете «все включено» хотят видеть пустынные пляжи, звездное небо и минимум затрат. Гости говорят, а почему эта деревяшка здесь? А мы как бы лес, понимаете? Ну, то есть мы не можем все срубить здесь и сделать, как вот в психиатрической больнице, в подушках, чтобы ничего не случилось. Если человек захочет, он перепрыгнет и все, и с ним, и потом он будет говорить, а почему перил не 2 метра? Да, и я уже подвергся опасности, вы виноваты. Кто виноват, будет выясняться. По факту трагедии было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности». Несмотря на то, что безопасность на природе весьма субъективна, любая ложка дегтя может испортить целую бочку романтики. Но когда эта ложка стала причиной человеческой жизни, остаются вопросы. Ответы на них предстоит найти Следственному комитету. Диляра Исупова, Андрей Ключников, Роман Безменов, Дмитрий Шлемин. 7 дней.